Selam büttekler, kadirli dostlar. Как вы думаете, где я нахожусь? Я нахожусь в Дагестане. Среди гор. Посмотрите, какой шикарнейший вид за мной. Это просто изумительный, бомбический, офигительный вид. Короче, друзья, помните, я вам рассказывала, что я собираюсь сделать девичник в Дагестане, собрать 3 девчонок на тур по блогингу. На этом туре я буду девчонок учить, как вести блог, лайфхаки всякие. Короче, всем своим знанием поделюсь именно на этом туре. И мы взяли готовый тур 3-дневный, где будем лазить по горам, короче, там всякие достопримечательности смотреть и в то же время учиться, как вести блог. Приехали в 2 часа ночи, приземлились в Махачкале и поехали сразу в горы. 2,5 часа мы ехали. 2 раза, пока мы ехали, у нас чуть машины не врезались. Тут вообще как ненормально есть. Вот сюда, вот, в этот отель, который находится среди гор. Тут все спят еще. Время вообще-то 5 утра. Даже одну девчонку по серпантиновой дороге вырвала. Кого именно, рассказывать не буду. Скоро девчонки проснутся, позавтракаем и все, мы, короче, будем здесь наслаждаться Дагестаном. Слышали? И прямо здесь, в горах, у нас отель. Видали? Обалдеть, да? И вот наслаждаюсь этим шикардосным видом. Офигеть, круто, да? Бахарная после порода. И были пескины. Вот такие вот дома здесь. Новые дома, кстати. Все исправно построены. Вон там внизу, вот здесь вот речка течет. Такая деревушка, называется Чардар. Чардар, что ли? Чардар. Вот смотрите, какой домик. Это просто очень шикарный вид. Сейчас я вам сделаю обзор нашего номера. Вот наш 17 номер. Маленький, кстати, номер. Мы вчера ночью заселились, она уже Лариса постель убирать, говорит. Вот тут рум-тур даже делать не надо, доктор. Вот одна вот такая вот комната. Как удобно. Да, как удобно. Группа. Здесь вот вешалка, кстати, кондер есть. И вот смотрите, какой шикарнейший вид. Какой-то мужчина уже здесь физзарядку делает, видите. Блин, мне надо с ним скарифаниться и бегать утром. Если вы сюда приедете и увидите белоснежные постель и белоснежные полотенца, но они желтоватые будут, не удивляйтесь, оказывается, здесь в горах у них в воде много железа. И из-за этого вот эта белоснежная постель, она становится желтоватой. Я вначале приехала, такая, думаю, нифига себе, пары какой-то желтый постель грязный дали. А вот оказывается, в чем дело, так что не думайте, что грязно. И здесь сразу же вот ванна. Вот такая маленькая, унитаз есть, раковина есть. Самое главное, душ есть. Здесь с водой после наводнения, оказывается, проблемы. Мы когда приехали, сразу же нас повезли в кафе. Приезжаем, значит, в кафе, туалет не работает. На заправку остановились, туалет не работает. На улице только туалеты, представляете? Потому что внутренние туалеты, где унитазы, где смывается водой, они не работают, потому что воды нету. Во всей Махачкале воды не было, когда мы приехали. Прикиньте, вода есть, но вот унитазы не работают. Канализации переполнены, потому что у них же наводнение буквально вот недавно только было. Прикиньте, сейчас приехали сюда в отель, а здесь в отеле, оказывается, все нормально. Унитаз работает, вода есть. Давай будем куттерді қарағандар. Ирдер балкондан. 1, 2, 3, 4. Лево и вправо. Теперь ноги поставьте вровень пошире. Руки согните за спиной. Ярай, будем вспоминать Дагестанда. Одноразовая тапочка будет электронная. Ускоряемся, сменим позицию, усложняемся. Ноги соедините, руки опустите. Делайте, делайте, делайте зарядку. Будете в порядке. Делайте, делайте, делайте зарядку. Будете в порядке. Представляете, я зубную щетку забыла дома, косметичку все. Лариса, давай зубную щетку на допьем.
И когда зубную щеткой тутуда. Жвачку раньше же жевали все первые. Все деревни, а ты жвачку жевали же, не макай. Зубной щеткой нельзя. Ульмеган дрова, сирля панда. Потом меня цепились на себе волосы. А, кстати, Милюша, вы знаете, кто у меня выиграл в этом розыгрыше? Я же iPhone разыгрывала. Девушка из Нижнекамска выиграла. Ага. Вот, они живут в Нижнекамске, но я звоню, короче, я говорю, так-то, так-то. Я говорю, может, Нижнекамск перейдем? Она говорит, а мы же, говорит, в Питере. Я говорю, вы, говорю, отдыхаете? Она говорит, нет, мы, говорит, в онкологии лежим. Говорит, Мина Малайна, говорит, онкология. А сколько лет Малайна? Ой, малая, подросток ты, да. Метастазы, говорит, у них пошли, короче, чуть-чуть там легкие, нельзя шлана чистить камер, короче. Она купила на 5000 билеты, прикиньте. Она говорит, у меня на карте было, говорит, 10, я, говорит, решила на 5000 билеты купить. И она вот побольше, типа, чтоб шанс был. И Алладан, говорит, сурадым, говорит, типа, хочу порадовать сына, Аллахайм, ну, типа, дай мне этот телефон, пожалуйста, типа. И в этот день, получается, она выходит с операции, и я ей звоню, я говорю, вот, вы победили, без икоуляши Илана Канда, вообще, блин. Я не знаю, сколько мы проплакали, это вообще, Узишун такая йогамла, такая приятная. Но я вообще так обрадовалась, что этому ребенку достанется, действительно, вообще. Аллах Тааля, ты прям шундай момент табын куандырайым Она просила, считай, чтобы Малайн порадовать. И я, когда вот разыгрыш записывала, я все время говорила, пусть, пожалуйста, этот телефон достанется тому, кому он действительно нужен. Шанмал жеринен элле нәрселерге шаны бітірсің. И она единственная же купила на 5000 билетов. А была операция несек успешно прошла? Операция, говорит, прошла успешно, все хорошо. Ты потом она мне позвонила еще раз. Она говорит, малай наркоздан щатты ты, я ему сказала, ты, он обрадовался, но пока еще не совсем понимает, ты, ты тяжелый, этот наркоз долгий был, ты. Я их вот позвала к себе в гости. Я ракелялер айтырхым, өсчу алыры бірерге қонаққа барып, ресторанға манда, денег не жалко. Güzel есегіз бізді көрхәгіз, қуанабыз, что отқанығыз шул телефонды, и нық қуанабыз, что операция прошла успешно. Да, Это самое да, главное, реабилитация утен. Очень рада, что все хорошо. Телефон еще с ним. Самое главное, операция успешно. Вот такие вот истории. А купать ты мог вообще на инде? Айфон, да. Сколько хотели сделать трейдинг забрать-то? 55. Ахин 65. Ну ладно, хоть так. Зато хин много малайды қуандырған. Я же набрала больше, но уже еще же за ассистента. Хин таким образом подписчиков вон сколько набрала. У тебя очень хорошо там прибавилось. Ты же знаешь, что я скриню. Так что меня не обманешь. Когда рекламу кому-то делаю, я сразу страницу скриним мы. Даже Лариса Анша теперь это Валда. Это очень хорошо. Так что проводите розыгрыши. Трафик хороший. Можно набрать подписчиков. Блин, зубная щетка югям баше. Итак, короче, смотрите, доктор, здесь есть прачечная. Здесь стоят вот стиральные машинки. Прикиньте, вот 3 стиральные машинки. Можно загрузить белье свое. 200 рублей стоит. И также здесь есть вот такой вот утюг, здесь можно погладить, здесь все можете повесить свое белье, вот прямо здесь. Кстати, вот в этом доме вроде живут сами хозяева. Короче, вот наш корпус, да, из этого корпуса мы сразу заходим, вот здесь территория, зона, здесь есть раковина, вот вода всегда в доступе. Смотрите, с каким шикарнейшим видом люди здесь завтракают, обедают. Я стою, да, и вот видите, здесь уже обрыв. Здесь терраса, и здесь у нас уже столовая. Вот заходим в столовую. Вот такая вот просторная столовая. И здесь чайник всегда в доступе. Я тут познакомилась с управляющим отеля. Вот Алина. Здравствуйте, Алина. Здравствуйте, очень приятно. Это чей отель вообще? Отель, вот наша мама, тетя Патя, она уже убегает. Что вы там про сауну говорили? Сауна нам будет, нет? Сауна у нас пока не функционирует. Да? Да, ждем электрика, хорошего мастеров. Очень тяжело найти дефицит Да, здесь? мастеров, да. Почему очень мужчин нету? тяжело. Ну, есть работы очень много, А, потому что здесь у каждого отель. у каждого И каждый- отель? Да, тут каждый, тут это село просто гостиница, все. Как называется село еще? Чалдам. Чалдам, да. Да. Прикиньте, доктор, вот маленькое такое село Чалдам, да. И каждый И сам на себя работает. у каждого жителя свой отель, говорит. Прикиньте, какие богатые люди здесь живут. Каждый владеет своим отелем. Вы представьте, вот прикиньте, у нас в деревне вот кто-то владеет отелем. Это же будет считаться капец богатым человеком. А тут каждый житель владеет своим отелем. А вы сами местные здесь живете, да? Нет, я с Нет? Краснодарского края вообще. Да вы что? А что тут делаете, Алина? Приехала туристка, один раз и осталась. Да? Мгм. Почему? Понравилось. Понравилось? Да, работаю теперь. Или замуж что-то ушли? Нет, не Нет? вышла. А. Работаю. Вот интересно. Представляете, Алина приехала сюда, на тур, и осталась. Сколько стоит вообще вот номер здесь? 4000 двухместные, 6000 четырехместные.
А 8 завтрак, тысяч. обед, ужин? Завтрак входит в стоимость, Ага, а ужин у нас отдельно. отдельно. Оплачивается, да, 800 рублей. Обеда полный нету? комплекс. Обеды есть, но в основном здесь никого нету, потому что село Выезжают, тур, и там же обедают. гости обычно в В горах. каждом обедают. населенном пункте есть кафешка, можно заходить, везде вас накормят. Я думала, какой-нибудь дагестанский завтрак будет. Я Ну, тоже так думала, что-то местное, да? Да. А нам дали это рисовая каша. Вот, рисовая каша достать. Мне соли мало. Это что такое? На второй омлет. О, ничего себе, смотрите, это, друзья, тут еще на второй вот такой вот омлет с колбасками дали. С местными дагестанскими яйцами. Посмотрим, как дагестанские яйца. Отличаются от наших или нет? Еще дают такие помидоры и огурцы. Начнем знакомиться. Пока одна девушка еще нету. Лейсан опять куда-то пропала, волосы моет, укладывает, говорит. Вот первая девочка Регина. Регина, давай расскажи, откуда приехала, сколько лет, чем занимаешься? Быстренько. Мне 39 лет, сказала бы 18. Живу в две страны, Турция и Россия. Имею свое ИП. Давай уже говори, что у тебя в Туймазах 6 баров. Было, да, в свое время 6 пивных магазинов. Теперь он остался только один, так как живу в две страны. Очень сложно управлять бизнесом. Торгую на Валбересе, на Озон, Яндекс.Маркете. Чем торгуешь? Также по своей же, как сказать, деятельности люстрами. Лейсан. Лейсан, давай быстренько расскажи про себя. Всем привет, меня зовут Лейсан, я из города Уфа. Чем занимаюсь? На данный момент особо ничем не занимаюсь. Воспитываю двоих детей, так как младший ребенок с особенностями, поэтому я дома. Сколько лет, Лейсан? Ой, я уже взрослая. Ты младше меня и нам Паши. Ой, я уже взрослая, ты. 42 года. Ой, я уже Да, взрослая. не до конца, видимо, проснулся, тебе говорят, тебе, говорит, наверное, 38. Я говорю, ну, да, уже, говорю, вот 39 был в феврале. Я говорю, ну, почти. Она говорит, ну, нет, 38 уже. Нет, ты, говорит, мне неправильно поняла. Я говорю, а что? Я, говорю, думала, тебе 48, говорит. Она говорит 38, а я представляю 48. Думаю, нифига себе, как такое 48? 48, Паша, 48, Лейсан. Фатимат Апа. У нас Апа называет старших женщин. Знак уважения еще. Это вам гостиниц Башкортостана. Мед наш местный. Машалла, Да, машалла. это симбирем. Спасибо Полезный большое, очень. спасибо. Не Чай стоило пейте. такой подарок. Не забудьте. Спасибо большое. Это вам спасибо, все было вкусно. Спасибо. Будем чай пить. Да, чай пейте. Это полезный с имбирем и с лимоном. Болеть не будете. Действительно, сегодня мы есть, а завтра нас нету. Бүгін барақса, ертеге юк. Кстати, знаешь, Мироша, я в последнее время о чем думаю? Уже никто не знает, когда наш последний день. У меня муж получил ранение 5 мая. Вот я ему звонила 1 мая. Я не знала, что будет 5. Я звонила 2 мая. Я не знала, что будет 5. 5 в 12 часов я ему звонила. И не знала, что у меня через 3 часа жизнь рухнет. Он пошел на задание, ребятам отвозил провизию, воду, в общем. И позвонил мне в 12 часов дня. И обещал позвонить мне в 8 часов вечера. Не позвонил, но потом я уже узнала, что он получил ранение. Мы никогда не знаем, когда последний день. Никогда не знаем. И каждый раз я вот думаю, я же и 1, 2, 3 не знала, что 5 настанет, и мой мир рухнет просто как карточный домик. Поэтому хочу сказать, не жалейте ни денег, ничего. Вот вы же не знаете, когда последний день. Но, я вот сейчас вообще не жалею, что я сюда приехала. Вообще. Я благодарна своей дочери, которая отправила меня сюда. Осталась с моей второй дочерью. Первый раз такое у меня дети остались дома одни. Еще и младшие особенно. И вот я благодарна ей за то, что она меня отправила. И я сюда приехала. Это же кайф. Кайф. Я же могла умереть и не увидеть вот этого. Лариса звонит девчонкам. Лейсан говорит, анда илап йөрөй. Почему метем, неме булган, почему метем илай. Куркып киттем, йөрәгем туктады. Лариса это, она говорит, вышла и говорит, блин, тут так это красиво, и плачет, говорит. Да, От радости. Я плакала, Да. я открыла дверь. Я открыла дверь, это что такое? Я думаю, что это? А я Где тоже это? слышу. Слышу, что плачу. Думаю, что-то случилось, что ли? Офигеть, думаю, такая красота. У тебя сначала такой вскрик же был, когда вышла ты. Да, я открыла дверь, думаю, Я так испугалась, мне там что случилось? А вот и наша Лейсан, который кися кускан. Уже правду расскажем. Кися Лейсан, это косып отырды юл бойына, потому что серпантин. Переела, перепила. Переела, перепила. Меня зовут Лейсан, я из Сургута, родом Башкортостандан, Красноусольский, Гафурийский район. С детства живу в Сургуте. 2 балам бар, Аделина Альберт, Ирен бар, Мансур.
Екінші ерім, между прочим, Ага. балаларым от первого брака. В Сургуте являюсь ведущей банкетных Так что Сургут башкорт татардары белеп коегыз, һезнең барны һәйбәт ведущий Ләйсән. Также являюсь организатором собственных тематических вечеринок. Особенно Девичниктар тематический, оештраннык тематический. татаро-башкирские корпоративы с артистами работаю. Корпоративтар, дискотекалар. По 500 человек собираем мен татар-башкорттарда. Күрдегезме? Хымаула, он самый главный ведущий, Хымаула. И как вот Лейсан сказала, реально надо жить сегодняшним днем Тивейтерgameken Да. и ценить то, что есть сегодня у нас. Дөрес. Он получил ранение 5-го, да? Я его 4 дня искала. То есть, ну, он передвигался с одного, полевой госпиталь, туда-сюда. Потом мне вот помогли найти его. Я тут же бросила, детей. Братишка позвонил, забирай детей. Я уехала, девочки, к нему. И вот я была у него в реанимации. 15 числа. Да, он был жив. А разговаривал Лейсән? К сожалению, нет, не разговаривал, только я говорила. Я здесь, я с тобой, я тебя нашла, я тебя не оставлю, я не брошу, мы с тобой уедем. Ты только жди меня, жди. Я приду завтра в 8 утра, я каждый день прихожу к тебе в 8 утра. И, девочки, он меня реально ждал. Уходила, и черт меня дернул, я вот иногда себя обвиняю в этом, конечно. Я уже уходила, все, я завтра приду. Потом повернулась, да, давай его обнимать. Я говорю, прости меня, пожалуйста, за все. Вот сама простилась. Да, прости меня, пожалуйста, и ушла. И девочка, представляете, поднялась на 8-й этаж к врачу лечащему, сходила в другой корпус к военному врачу, и мне уже позвонили. Знаешь, как душа болит, вот разрывается, и от этого нет никакой таблетки, никакого специалиста, вот, ну ничего тебе не поможет, никто тебе из этого не поможет выбраться, только ты сам. Ты можешь или себя утопить в этом, или ты можешь вытащить из этого. Я всегда говорила, ну у меня нет выбора, а сейчас думаю, есть выбор, есть. Пойти поверить и лечь рядом с ним, это тоже выбор. Начать бухать и забросить детей, это тоже выбор. И у каждого есть выбор. И я сделала выбор быть сильной и прожить свою жизнь достойно, детей поднять на ноги. Это мой выбор. Я считаю, что у горя нет вообще. Каждый переживает по-своему. Кто-то закрывается, кто-то уходит в работу, кто-то в детей. Единственное, что я могу сказать по себе, девочки, и думаю, что это правильно, никогда не замолкайте. Хотите плакать? Плачьте, не держите себя. Хотите говорить о нем? Говорите. Постоянно говорите о человеке, которого вы потеряли. Не держите в себя, не уходите в себя. Не знаю, мне вот это помогло. Газуем, да? Газуем. Куда едем-то? Дорогие друзья, мы же не познакомили нашим гидом Наири. Но мы все хотим его называть Наиль. Называть Наиль, Нурик. Но только не Наири. Зайдем в кофейню одну красивую, хорошее место. Выпьем кофе, чтобы проснуться. Потом поедем на Кардахскую теснину. Что это такое? Это гора, которую раздвинула. Потом поедем в село Гор. Где? Город В ветров. национальных костюмах. Там. Да, там язык тролля. Ага. Там где-то 1700 над уровнем моря. Высота. Офигеть от красоты. Девочки, я же вам пустонесики привезла. Мына баяғынан бері рюкзагым ауыр таскаю. Итак, девочки, чтобы везде юндарыгыз үтсін үсін коллаген. Эсегіз, чтобы бүтін ердарыгызда хізін юндарыгыз үтсін құтарған сейді. Полосатые приедете все. Начинайте пить сегодня же. Да, сегодня же. Бал. Рахмет, Бал ашап, юндар үстірігіз. Аны ручной код қайрамай бал қыды. Нет, ну поэтому ешьте сегодня. Ай, бляха-муха. Багаж будем покупать. Ну поэтому же вот говорю, надо здесь только есть. Я қайтқанда багаж алып болмаймын екен. Лайфхак отправить Озоном можете. Озоном? Да, такая красивая. Кстати. Балдан да кайватар келіп сықмат екен. Нет, дешево. Я все турецкие препараты, лекарства по всей России отправляю. Озоном, да, посылкой. Вот лайфхак, Озоном турецкие препараты. Регина может отправить, подписывайтесь на нее. Но я вот свои витамины после резекции желудка Турциян заказывает, мне айтпанлармы. Кстати, вот тут так. Лейсан же, я говорила, она тоже сделала резекцию желудка. Она у себе сделала в Сургуте. Сколько стоит в Сургуте операция? 330 тысяч стоит в Сургуте. А в Махачкале я делала за 157. Но у нее не резекция, а у нее гастрошунтирование. Она похудела на 30 килограмм. Позывной, Лейсан, Кускан Лейсан. Был, Илак Лейсан, был Стамбул Регина. Матом здесь не ругаемся. Здесь такие религиозные люди, что? Да? И курить в отдельном месте. Кто здесь Да. курит, біз балғын ашайық. Сейісте тұрған кісілер. Ты на нас не наговаривай. Ай, наговаривать-то қалай. Смотрите, среди гор. Что мы? Это кто? Дятел? Или что это?
Вообще, мату урында, топтанық, тоқтар кофейняға. Кстати, я заметила, в Дагестане очень много кофеин. Вот больше, чем кафе столов. Нам сказали, здесь матом нельзя говорить. Как сказали, здесь очень религиозные люди. Именно в этой кофейне нужно не шуметь. А тем более нельзя материться. Если что, башкортца будем материться и тогда. Слышала? Я спросила, какой кофе есть. Он говорит, самое вкусное или как себе сделать? Какой маркетинговый ход, да? От моих рук она просто восхитительная была. Вы с ума сходили. Вы даже не можете перестать ее пить. А, пить? Вы даже не можете перестать. От моих рук, говорит. Я еще не выучил, брат. А, Про 808. это местная... Сделайте ему глазки, сделайте, чтобы... Я глазки не умею строить. Кто умеет глазки? Зарина умеет у нас глазки строить. А Зарина, сделай ему глазки, чтобы он нам рассказал старинную аварскую скороговорку. Давайте, пожалуйста, расскажите. Все, что ли, мы не Повтори, успели? дам 5000, вот прям на месте. Ага. Что это значит? Это 88 лягушек квакали под мостом. Видали? А башқұртса қайдан тұрғансық бұлай екен? Хиге бақа мост астында бақылдап отырғандар. Купер астында бақылдасығы бақылдап отырғандар. Повторите 5000 на Да, повторите, мы вам 5000 дадим, да. По-башкирски это было. Мы же только что договоримся, я тебе рекламу, ты нам шари. Ну вот это, как ты... Эй, блин, у меня зубы заговаривают. Авар сюда нас понял, нельзя выкладывать. Кого хочешь перестать, алара, хуже татарина. Мен танкастарды хитрый кантихан, авар сыщик. Хитрые оказались. Че, это договоримся на обратном пути кофе и шарилевый этот вкусный коктейль или что там? Я тебе рекламу. Ладно. Это дешевый вообще реклама получается. Ну все, твои кофейни, скажу, чтобы здесь останавливались. Красивый парень, горячий парень работает, который умеет рассказывать скороговорку. Ладно, горячий не будем сказать. Ну договорились, нет? Короче, не договорились. Башқұртша høйләшәйік, бұнда апасына орыста høйләшәйік. Мен айтам, бұнда кофейняға ердер келемені түксе ішіп, бүріп, қарып салар, біді от и до с головы до ног. Беселерді яраталар, я ходай. Здравствуйте. Или біз шулай выглядим екен, загерлаш екен. Как еще? Штанах, как еще? И нешеп құлыңды қаптаманы. Құлыңды қапта. У меня в этом. Курханыс. Итак, дорогие друзья, сейчас мы покажем знаменитый туалет, очень вкусный, кофейный. Смотрите, какой. Это дагестанский туалет. Шторками сделан. Вот я мешуктардан иштебек. Барда мешуктар. Қара, мына бұрынғы тегі шторалар илік ауылда былайын лау. Ана ковердар ілініп қойған. Көрдің ма? Зато қомған бар. И қайватлы пуппи деген туалетный бумага. И даже хавын бар. Көрдің ма? И шикарный вид. И шикарный вид. Мынанда қарахан, Зарина. Я ходай бұнда. Какой шикарный вид. Самый главный, достар, это шикарный вид. Остальное не важно. Зарина, хин білхаң, бұнда авта, бұқта, балғырттар осы бүрідер. Целый экипа ышанмаған келіп түшіп. Бұлар неме, балғырттар бұға шештілме, алдаманы. Ысын. И представляешь, шынан ол бал хаталар Дагестанда. Зарина. Бал хаталар, прикинь? Вот шуға надо ашарға, только башкирский бал. Тәдір көргендер ышанмақлар. Ана, көрдіңіз ме? Мана, целая экипа бал құрттары бұғарағында. Көрдіңіз ме? Вот так вот, ышанмақлар. Я что-то не поняла, почему камера коричневая? Камера? Это что такое? В смысле, Миляушапа? Это кофе не хин меня бергенде уже шулайны, Миляушапа, это я тебе должна говорить, Зарина. У меня тоже ничего нету. Это что это такое? Или кофе мо? А? Сименен камерамды инен қашы немеге бұнда бұсырақты? Телефон. Обалдеть. Все, біз, короче, бұнда бұққа боялып сақтық. Бар, туалетке. Теперь Зарину будем снимать. Бармайын? Көрмәгенді көріп қайт. А то үйренгендер, блин, городской туалетке гіне жүріп. Ну, тогда это нормально. Смотрите, какой красивый вот здание, видите, кофейни. Кстати, банда, я что заметила, әрбір үйде какой-нибудь магазинчик, кофейня, отель сдавать талар. Өздері шунда ешіп аталар.
Өздерінің шында бизнестары. Именно туалет печенье. Как-то это. Вот такой туалет. Прикольно, да? Какая кофейня шикарная. И какой туалет. Вот, нам надо музыку включить! Вот я сказала! Да! Бла-бла-бла-бла! Ай, а тут трещим-то трещим! Я ждал одиноко, надеясь лишь только на одного Бога. Прямо налево, куда едем? Скажите, прямо? А вот и неправильно. Мы без мужей можно и налево, да? Согласитесь, без мужей лучше, да? Чем с мужиками. Один нурик хватает. Один нурик хватает. Блин, нурик. Сегодня другой Ляйсан Ковкан Ляйсан будет. Здесь у нас Аварское кольцо с красивыми видами на горы. Треугольные горы и цветные. Здесь алкоголь продают. Алкоголь продают? Здесь, да. А что, у вас не запрещено алкоголь продавать? Хотя можно, шайтаны. А? Шайтаны везде есть, можно. Шайтаны, говорит, здесь алкоголь продают. Ай-яй-яй. Вот слева Гацатлинское водохранилище. Смотрите! О, смотрите, друзья, какой этот Хаяла Тишик. Она Зарина Куран манал Тишик-то. Это, наверное, какая-то пещера. Нури, вон там эта дырка, что там такое, пещера, да? А, деформация. Это не пещера. Вон там дырка. Вон. Это что, озеро, да, Нури? Это водохранилище. А, это водохранилище. Вот отсюда берут электричество. Но когда был потоп, знаете, что у них случилось? Везде электричество отключилось. Представляете? Местный чувак в Махачкале, который торговал этими, как там, генераторами, разбогател, говорит, сразу же в один день стал, говорит, миллиардером, сексиалиардером, трибиллиардером. Вообще, нахбайганты. Почему? Потому что все люди сразу же начали закупаться генераторами. Потому что электричество, все, не было электричества. Он распродал, говорит, все свои генераторы и в 10 раз дороже. За один день человек стал сексиалиардером. Понимаю, что это и есть по ночам не снится вся красота, что в Дагестане. Я буду родиной гордиться, ее любить не перестану. И даже за границей у дагестанского народа в сердцах любовь искрится к своей земле, к своей природе. Вот кто поехал не со мной в Дагестане, не ваши кусать эти свои нейдергеды, белектергеды. Итак, друзья, мы пришли не знаю куда. Тут, короче, красиво. Что тут нам покажут, пока сами не знаем что. Это, короче, какое-то ущелье. Видите, вот тут вот проложена вот такая вот дорожка. Очень хорошо, очень красиво. Идти, говорит, минут 20 и обратно минут 20. Ой, как мне нравится. Надо чаще устраивать туры, девочки. Согласна. Да. Обязательно. Вот Регина нас в Стамбул позвала, мы скоро поедем. Вы, Крася? Да, я обязательно поеду. Давай. Ты же едешь? Квартира уже есть у нас. Мы только гречку, рожки закупимся. Тушенкалар алабыз да, и Регинаға қонаққа барамыз. Бір күнге тур организовываем в Стамбул. Кто с нами? Мы все с тобой. Нас стало еще больше. У нее квартира есть в Стамбуле. Все? Только тушенки, Познакомились? рожки, там все с собой берем. Дух захватывает. Офигеть. Мы сейчас спускаемся вниз к речке Духтар. И здесь начинается офигительная красота. Так. Менталитет очень сильно зависит от местности. Ты поняла, да? Вот вы поняли? Вот смотрите, это же, между прочим, Дагестан такая прямо очень опасная природа. Очень опасная. И кишеля-реля. Опасно.
Самый большой мост в Дагестане. Самый большой мост Дагестана. Не, ну в это точно можно верить, да? Ну и как всегда, достар ошондай туалеттері. Они у них в моде. Это трендовые туалеты Дагестана. Там фоткаются с туалетом. Я же вам сказала, это трендовые туалеты. Видите, даже люди фоткаются с туалетом этим. Люкс-туалет, говорит. Вот. Так что, если хотите крутую фотку с дагестанским туалетом, приезжайте сюда. Это куда? Это как называется? Где мы? Я забыла. Карагасская теснина. Боже мой. Шухарарам. Невероятная. Даже каскарлагиной охота просто идти и наслаждаться этой красотой. Как раз вот астар начали цвести. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги. Нам любые дороги дороги. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Мы свое призвание не забудем, смех и радость мы приносим людям. Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы. Не заменят никогда свободы. Медуза Горгона тоже из Дагестана. Это был принц, он Медуза Горгона превратил его в черепаху сначала, когда... Одним словом, гитармянин. Очень хорошо знает историю Дагестана. Посмотри туда. Это просто бомба. Это что такое? Офигеть, это, знаете, такое невероятное место, Достар, как будто здесь вот какой-то на другой планете ты находишься. Ну вот посмотрите, это же вообще невероятное место. Видали? Вон там вот прямо наверху, только этот небо видно кое-как. Офигеть, офигеть, офигеть. Это очень круто. Вообще, это не описать словами. Это офигеть, как круто. Не передать словами. Просто камера, потому что не передает эту красоту. Это вообще мега круто, просто мега круто. Знаете, вот даже словарного запаса не хватает описать эту красоту, друзья. Анау ташты қарағадай қыздар, который застрял, мына. А если вот это выкрылит душа? Здесь страшно. Очень удобная обувь надо сюда приносить, это с собой. Наверное, должны были говорить, да? Да. Фиксированно. О, спасибо. Чем дальше, тем темнее, доктор, и тем страшнее. Все закрыто и небо не видать. Абсолютно. Обалдеть, да? Тут очень темно, и мне пришлось включить вспышку, потому что действительно ничего не видно. Ну, вообще классно. Очень круто здесь, очень. Просто говорю же, не передать словами. Посмотрите наверх. Вот эти вот камни сверху скатывались, да, и они застряли между скалами. Видали? Офигеть, да? Аллах Акбар тоже. О, еще дальше можно идти. Офигеть. Что-то шум воды очень сильнее стал. Походу, сделать здесь водопад какой-то. Я вот самая первая иду. Вот тут вот какая-то лестница. Я не знаю, она выдержит, нет. Какая-то хлипкая лестница. Что-то меня страшно одной идти. Посмотрите. Идем дальше, друзья. Здесь обязательно одевайте очень удобную обувь, потому что здесь приходится перепрыгивать через камни, проходить вот через такие вот щелочки. Это дорожка, тропинка, прикиньте, вот я сейчас пройду. Видали? Я прям вот так вот наверх стою. О боже, мы что, дальше идем, да?
А тут вообще ходить можно, нет? Что-то меня спрашивают, да? Люди по другому пути пошли. Я что-то по какой-то лестнице опять какой-то плиткой. Господи. О боже. Чем дальше, тем страшнее, друзья. Но круто. Итак, короче, друзья, группа моя отстала, девчонки. Некоторые не захотели до конца идти. Но тут, говорит, вообще очень длинный этот каньон. Идешь, еще, говорит, дофига. Маленький водопад, люди тут фоткаются, видите? Вот, небольшой, люди даже вон воду пьют правильно, прямо лежа с этого водопадика. И вот дальше вот дорога идет. Я хочу пойти посмотреть, что там. О, все, и на баше, тут все, я тут это точно никак не пройду. Смотрите, тут все уже, дорога закончилась. Где тут? Какой-то канат вон стоит. Канатман, можно вот так спуститься вниз и дальше пойти по каньону. Но я этого уже делать не буду, друзья. Это уже конец. Я по канату точно не буду спускаться. Сколько вообще вот стоит вот такой вот тур в Дагестан? Дагестан? Честно стоит? На одного человека? 49 тысяч. 49 тысяч. Это человека. Трехдневный тур? Это 5-дневный тур. Пятидневный тур. Питание, проживание, все входные билеты, катера, конные прогулки. То есть вы приезжаете, вам ничего не надо, ни о чем не надо думать. Мы забираем вас, и все, мы 5 дней кайфуем. Ага. Привозим, отвозим. Это завтрак, обед и ужин тоже Да, входит? все включено, да. Будете досыта кушать здесь и активно ходить. То есть и спорт будет, и дотал будем кормить. Потому что на Кавказе, в Дагестане, это гостеприимная страна, ну как не накормить таких наших любимых гостей. Дагестан славится тем местом, что здесь по истории закончилась русско-кавказская война в селе Гуниб. Имам Шамиль был правителем со стороны Кавказа. Его пленили в Дагестане. Это село Гуниб. До Гуниба тогда не было дорог, и сам Александр II вместе с Борятинским проезжали со своей свитой через Кардах Путисну. Вот так. А, отсюда проезжали? Да, было очень тяжело. И отсюда идет дорога такая плохая, но ведет все это до Гуниба. Ага. И есть такая история, когда Александр II со своей свитой проходил через Кардахскую теснину, они увидели сверху, что идут какие-то набеги. Люди находились вот именно там. Как думаете, что это за корни или что это за прутья там находятся? Ага. Там люди ползали, что-то делали, до сих пор осталось. На камере можете приблизить, увидеть. Там люди залезали, но что они там делали, вопрос вам? Не знаю, они камни кидали, наверное? Нет, они не нападали на царя. Ага. Это были обычные люди. Но их всех расстреляли, подумали, что это набеги. Ага, и что? Они там добывали горный мед. Горный мед? Горный мед. Красиво ты вошла в мою грешную жизнь. Красиво ты ушла из нее. Но играя разбила мне душу, а ведь это совсем не игрушка. Это сердце мое. Все, я потекла. Мансурға не покажем этого. Дагестан, Дагестан, не любить тебя нельзя. В мире дружбы Дагестан расцветает навсегда. Пусть в горах тропинки наши след героев сохранят. Села наши станут краше, красотой своей пленя. Пусть народы наши вместе их завещаны несут и поют о мире песни, честь и славу берегут. Если будем вместе, вознесемся высоко, прославляя землю нашу, жизнь становится легко. Ляйсан начала рассказывать, какие свадьбы проводила у себя в Сургуте. И представляете, у каждого народа какие-то интересные такие традиции, да, обычаи. Ты нагайскую свадьбу вела. Что за халық ол нагайцы? Вот Дагестане, которые нагайцы, кися айттым да, башкирт тілі мәннің ұқсашлары. Нагайцы и башкиры друг друга вообще друг друга хорошо понимают. И вот я 2 раза проводила нагайско-башкирскую свадьбу, где 1 раз невестка была нагайка, и наоборот парень был, жених был Они, нагаец. получается, на наших башкирах жили. И да, когда парень нагаец, вообще классная традиция, они просто заваливают подарками свою невесту. Там они приходят со своими родными, там норковые шубы, кольца с бриллиантами, там фрукты вот в таких коробках просто, там эти ботфорты, пеньюары, там, ну, Слушайте, даже одежду дарят, что ли? Да. Даже, говорит, белье Victoria's Secret дарят, представляете? Вот, реально оригиналы. А это нормально вообще, килинки дарить белье Victoria's Secret? Не знаю. Ну, я так поняла, что нормально.
А у азербайджанцев прикольная система, что на входе они сразу кладут свой подарок в денежном эквиваленте. Люди сидят, специально людей сажают, чтобы они записывали, кто какую сумму подарил. И когда эти пойдут к тем гостям, они не имеют права класть меньше той суммы, которую пришедшие гости ранее дарили им. Вот. Мне это очень нравится. Мне тоже это нравится, это было бы круто. Да, пускай бы у нас тоже такую систему сделали. Так, внедряем закон новый. У дагестанцев свадьбы, они, вот бедавиденьда, игры, поздравления, да, там обязательно конкурсы. А у дагестанцев вообще конкурсов нет. Алар келелерда, вот они кушают, мужчины отдельно сидят, женщины отдельно сидят, чаще всего так. Кушают, веселятся, и вот просто дают поздравления там только родителям. И все, поздравления, лезгинка, поздравления, лезгинка. Весь вечер разного формата, лезгинка, весь вечер. Мне уже этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного – покоя, умиротворения и вот этой гармонии, от слияния с бесконечным вечным, от созерцания этого великого фрактального подобия и от вот этого вот замечательного всеединства существа, бесконечно вечное. Куда ни посмотри, хоть вглубь бесконечно малое, хоть ввысь бесконечно большое, понимаешь? А ты мне опять со своими там, это иди суетись дальше, это твое распределение, это твой путь и твой горизонт познания, ощущения и твоей природы. Марийские дискотеки у нас проходят в Сургуте, а да, вообще разбирали. Да? У нас башкиро-татарские, одна, вот у нас в апреле 10 лет юбилейный будет, что дискотека. А что меня не приглашаете на свой этот... Я думала над этим. Прикольно же. Вот в ноябре мы проводили в самом большом клубе города, я и коллега мой Мирбет проводили, Айрат Сафина, диджей Радик-то вызывали, и Ильгиз Абдрахмановна, Лиана Хабибулина. Вот 500 человек в зал собрали. Ну вот шуларма, бірге, могли же меня тоже пригласить. Мен бір сібірде болғаным жоқ. Давайте договоримся. Давай договоримся на ноябрь. Конечно, менен де қонақ болып жүріп қайтады. Ара, бүтін артистерді сақыралар өте. Мені сақырмайды. Мен что, артист түгіл, что ли? Мен тоже вообще-то карьердайым. Сейчас как спою хөвге. Наире лапарек. Нет. Наире закрывай уши. Наире закрывай уши, точно. Он сказал, ему доставляет физическую боль, когда не слух у людей. Да? Ну, извините. Какой ветер здесь! Офигеть! Мы находимся в деревне Гор! Прикиньте, вот так это сказать. Гор! Прямо вот так. И идем в какое-то местное кафе поесть. Настоящее чутук какое-то. Дагестанское блюдо это. Это дагестанское блюдо или нагайское? Как это? Тут кто живет? Весь Северный Дагестан живут аварцы. Аварцы. Мы в Северном Дагестане вообще-то, в Северном. Ну, прикольно живут. Прикиньте, высоко в горах они живут. О, боже! Ёпрасоте! О, блин, машиналар. Такие узкие улочки. Мына ушла өйдер. Әйберләрен элгәндәр достар. Мына ушайтып яшәйдәр. Анда тауда яшәйдәр. Карагыз, күрәгезме, күпме весь тауда өйдәр ушулай. Мына өйдәр ушулай. Бөтәһенең капкалары юк, в основном таштан эшләгәннәр, сеткалар. Все из камня у них, друзья, все из камня. Если где-то увидят маленький даже ботак из дерева, они все вот так вот складывают. Вот посмотрите. Вот это у нас бы сожгли бы. Это для них трава, потому что у них деревьев нету почти что. Вот смотрите, ручеек течет. Офигеть, да? Прямо возле дома. Прикольно, да? Вообще высоко в горах. Ой, как красиво, друзья. Обязательно келіп көріге, достар. Но, блин, я там возле мечети подошла, да. Там такие бородатые, как там их, аварцы. Такие грозные. Так прямо смотрят, прямо, недобрым взглядом. Мне это даже страшновато стало, честно говоря. И они прямо возле мечети сидят, рубятся в нарды. Мы хотели их заснять, а они так и все, мы камеру отключили. Ну прикольно, свой вайб, смотри. Вот это вот старинный дом. Вот отсюда вот поднимались. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. И вот старенький дом. Чем отапливают дома? Где труба-то? Сушеный навоз. Сушеным навозом отапливают дома? Да, это очень хорошо греет. Не, не воняет. Мы вообще оборзевшие морды. Газом отапливаем свои дома. Шикардосный дом, да. И вот я же говорю, смотрите, вот даже ботак нареевал. Ну, хорошо, это же вообще как будто мы попали, знаете, куда? Средневековье на самом деле. 19 век. Ну, вон, посмотрите, вот. Двор вот обычных аварцев. Вот они здесь живут. В окнах евроокна, весь таштан, да. Точно. Вот уже пахнет. Вот почему они вот эту какашку не засушили?
Лежит свежая какашка, топливо, не засушили. Это же не кафе вообще. Это мы, короче, зашли в дом настоящих аварцев. Здравствуйте. Здравствуйте. Нас сюда приняли. Здесь, оказывается, кормят туристов. Прикиньте, вот такой местный дом-кафе. Здесь же живут. Здесь 4 поколения. Сейчас я все расскажу. Здесь какой вид тут шикарный. Сейчас будем кушать. Все будем делать. Здесь еще готовят очень крутой урбеч, может. Да, вид у вас. Да, вот такой у нас дом. Вы всю жизнь здесь прожили? Да. Прабабушка. Прабабушка. Да. Сколько вам лет? Здесь все есть. Сколько даешь? Ну, 70. 68 исполняется 9 мая. А вы, получается, вот так вот в доме организовали вот так и туристов кормите, Да. Вот это вид, Нет, а здесь прикинь, как сесть вот так вот. Офигеть просто. Кушать с таким видом. Аварский хинкал, он подается, например, с таким мясом. Есть как типа у нас коза, типа колбаса, типа у них называется. Колбасой подают с сушеным мясом, типа как ланганку, и плен может подаваться виды. А у нас, как у нас, короче, именно делают бишбармакка такие эти, да? Это, короче, тоже варится полно, тестано, и его правильно нужно варить, и вовремя, короче, его быстренько с шпажками прокалывают. Если его правильно не проколоть, ушине и такой тонкий. Ну, то есть умай была. Мы будем есть сегодня аварский хинкал. Юасагакшаган. Юасагакшаган. Это тесто получается? Да. Такой, смотрите. правильно. Я еще принесу кушать. Да. Это, знаете, получается, доктор, знаете как? У нас вот на бишбармак тоже шай берелер, а бульон отдельно. Это типа бишбармака. Бульондарын хөдмейдер екен өте. И, блин, с солью не дружат они. Не дружат, Ала бульонды чисто говядина пишем. Біз бит ала пішмейді. Біз бит такой сборный. Я думаю, пробовать, не пробовать. Ну, нормально. Мы вчера ели, вот у него как кюрзе. Это наши, типа, как вареники. Да? Напилили вареники наши. И плов. Плов тоже делать. Спасибо. Спасибо. Вообще. А если мы не доедим, можно с собой забрать? Мясной курс, доктор, пробуем. Это, короче, большой пельмень, доктор. Маленькие манты, большой пельмень. Ой, все, теперь уже никуда не охота. Итак, друзья, мы сейчас будем пробовать еще тут местное такое блюдо. Чуду называется. Это лепешка. Внутри у нее сыр и картошка. Офигеть. Очень вкусно. Да. Ой, мы обожрались. Это просто ужасно. Короче, доктор, сейчас будет у нас мастер-класс, как делать правильно урбеч. Чудо. Чудо. Это национальная аварская лепешка. Берется лепешка, вот смотрите. Ага. А из чего делается тесто? Как делается? На килограмм муки, столовая ложка, чайная ложка без горки, сода и на воде. И чуть-чуть растительное масло можно. На воде? Вода, сода, мука. Ой, И чуть-чуть растительное масло. офигеть, вообще легкие. Ага. А это колобочек? Да, это картошка. Картошка. Картошка еще можно, творога можно, зелень можно, мясные можно. С картошкой вместе перемешивать? Да. Ага. Прикиньте, берете картошку, перемешиваете с мясом, с творогом, и шапить трепкамерден, если на вот этот кругляшок ложите, колобочек, и залепляете вот так вот. Залепляем. Закрываем. Закрываем. И раскатываем. Ой, мягенькая, да? Ага. А как оно так мягко это получается-то? А, за счет того, что, наверное, картошка Чуть-чуть, внутри. да. А где жарим? Чудушница. На чудушнице, да? Жарят. Берем. Вот, смотрите. Вот сюда. А, вот это вот, смотрите, сковородка называется чудушница. Прикиньте, доктор. И прямо шунда алып, кору келиш. А без масла, да? Без масла. Без масла. А как вы так бизнес такой придумали? Кормить здесь туристов. Так получилось. Да, получилось? 1-2 раза кормили, потом они начали А вы, наверное, 1-2 раза бесплатно покормили, Да, а потом да, такие да, думают, да. надоело, это бесплатно кормить, а ну-ка давайте платите нашу. А сколько вообще вот так вот зарабатываете в месяц? 30-40. 30-40 тысяч рублях, да? Ага, вот 30-40 тысяч можно заработать. У меня там мало группы, я так не Кормя понимаю. туристов, доктор. Не каждый день, в месяц, а сырый ценник. А вот я смотрю, вот тут вообще этого нету. Травы. Вы как заготавливаете сено на зиму, это корова? Покупаем. Еще не время, августе только, в июле. Покупаете? Уже начинаете Откуда зелень. покупаете? Приезжают КамАЗы сюда. А откуда они возят сено? С Башкортостана? У вас там... У нас много сена. А картошку вы сами сажаете? Да, картошка у нас сама. И картошка у вас хорошо растет? Да. У нас картошка растет, у нас кукуруза растет, у нас фасоль растет. Июнь-июле абрикосы у нас.
Яблоки, груши, айва, виноградник також, виноград там внизу, у нас здесь холодно. Вот и все, доктор, смотрите, чудо уже готово. Представляете? Утром смотрите. Спасибо. Не, мы наелись уже, все, спасибо большое. Всего хорошего. Вот бизнесмен, ави, бедема фото тушамты. Ин матур яулыгын ябын калган. Ниндей матур яулык. У нас бабушки тоже в таких платках ходят. Да, меня тоже. Когда старая, надо платить одевать. 20 тысяч. Да? Да, вот так, 20 тысяч тоже. Вот я говорю, покупайте там, здесь продавайте туристам. Они это Не все же могут поехать на рынок взять. Сколько продает? Блин, Сейчас это ручная работа. 20. Пока нет, пока не возьму. Ладно, спасибо. Блин, Игорь Мумин. Платок. Аема? Ае. Короче, достаточно был ауылда, Гор деген ауылда единственный магазин. И он единственный магазин, если мы сталинский магазин. Хадр эске инавит. А почему сталинский магазин называется? Потому что он там, этот потомок Сталина сидит. Что, правда, что Да, ли? заходи, спросите, заходи. Правда? Да. Не врете? Ай, врете, наверное. Врет, походу, делать. Хорал, не мне, магазин. Обалдеть! Хорал, не мне, магазин. Оста! Вот это да, здравствуйте. Здравствуйте. Такой интересный магазин у вас. У нас такие ходят, вот видите на обложке журнала, сколько их там. Сзади вот. Да. О, я здесь 50 лет работаю. Правда, это ваш магазин, да? Это государственный магазин, но я здесь работаю 50 лет. А у вас женщины не работают, получается, продавцами? Почему моя здесь жена работает? Жена работает. Вы откуда приехали? Мы Башкортостан, Уфа. У меня 3 брата в Уфе. Чего врете, наверное? Один зав кафедрой нефтяного института. Что, правда, что ли? Один брат председатель диаспоры Дагестана Уфе, Башкортостане. Да вы И что? третий брат в авиационном институте инженером работает. Слышали, достар? Ну, я не шухры-мухры хатусы ням башир. Понравилось вам в Уфе? У вас там зима вот такой стоит. Они не обманывают, такие старые? Сами. Четкие, да? Электронные весы, что там? Она туда-сюда, она четко. Вот так. Вот так и ходит. Вы, значит, фанат Сталина? Я потомок Сталина. Потомок Сталина. Вот представляете, Я не маленький, мне через потомок 3 Сталина. дня 75. Свежий воздух. Да. Курдюк. Курдюк. Потанцуешь. Полежишь. Поешь. Полежишь. О, все. Вот и все. Человек должен нет, человек никогда не должен чувствовать, что он болеет, стареет. Вот в лесу есть ель, да? У вас тоже, наверное, ель. Да. Пока ее не вырубят, она вечно зеленая. Вот так должен чувствовать человек. Понятно. Я всегда говорю, мне знаете, через 3 дня сколько? Я говорю всегда, мне через 3 дня 18 лет. Оставайтесь, будем день рождения отмечать. Как мы скажем, так и бывает. Вам спасибо. Какие зубные щетки? Да, какие есть? 90, у меня есть и 70. Давайте вот по 70 вот эти, которые стоят. 2 штуки нам. И зубную пасту нам надо. А Сталин разве не грузин? За нами, говорит, машина приехала. Тут просто мега крутой, фантастический, офигительный вид с этой древней деревни гор. Посмотрите. И вздохнув глубоко, посмотрю я вдаль, понимаю, что это и есть пора. И по ночам мне снится вся красота, что в Дагестане. Я буду родиной гордиться, ее любить не перестану. И даже за границей у дагестанского народа в сердцах любовь искрится к своей земле, к своей природе. И вздохнув глубоко, посмотрю я вдаль, понимаю, что это и есть пора. И по ночам мне снится вся красота, что в Дагестане. Я буду родиной гордиться, ее любить не перестану. И даже за границей
все сейчас здесь покажу. Пожалуйста. Вот, смотрите. Это самые красивые горы Дагестана. Здесь люди, знаете, почему наверху жили? Потому что для безопасности. Враг отовсюду был виден. Прикиньте, вы стоите высоко и смотрите, сразу видно, кто-то скачет. Ага, ты, говнюк, скачешь, чтобы захватить нашу деревню, забрать всех наших красивых женщин, забрать наши мешки зерна. Мы тебя видим, мы тебя сейчас отсюда кисер башка сделаем. И из лука чан-чан-чан-чан-чан. И все, врага нету. Представляете? Вот. Все отсюда видно было. Такой обзор. А прикиньте, вот это сторожевые башни. Если туда залезть, вообще все видно. Тут сюда на гору никто не мог, вообще ни один враг добраться. Знаете почему? Потому что он пока сюда, оттуда внизу, снизу наверх поднимется пешком. Он сдохнет от усталости. Поэтому ни один враг никогда не мог сюда добраться. Только горцы могли сверху вниз спокойно ходить. А другой народ никто не мог ходить. Понял. Понимаете? Ты лучше знаешь, откуда приехал. С Башкортостана. Давай. Еще 100 рублей дадите, я еще могу рассказать. Видали, да? 100 рублей. Вот так зарабатываются деньги. Приходите на мой тур. Я все расскажу и покажу вам. Круто, вообще круто. Вообще четко, есть же. Мы тут пришли к выводу с девушками. Знаете, как тут избавлялись от ненужных людей? Просто надо вот это пешеходерда и все. И все, бельмейдер, қайда немен білмеймін, ел алып кеткен. Это сдуло, да? Это сдуло нечаянно. Споткнулся нечаянно. Тут, короче, еще вниз спустились. Национальные платья, костюмы сдают в аренду. И в этих костюмах можно сфоткаться. Вот видите, девушки идут, они уже пофоткались в национальных костюмах. Есть качели, можно сесть на качели, также сделать фотосессию. Здесь даже вот короны дают. Прикиньте, вот такие вот короны, можно их взять в аренду. Сколько стоит корона? 100 рублей. 100 рублей? Это в аренду, одежда. Это В аренду? Вот, смотрите, Дуфтар. Вот так вот надеваешь корону и все, фоткаешься. И в платьях. Сколько стоит, девочки, вот так? 500 рублей фото одно, да? Нет, платье. Платье аренда. Ага. А корона 100 рублей, да? Это не на продажу, а просто одеть только, да? Да, это Это у вас такой бизнес, да? Да. Вы такой бизнес-бися, да? Вот, молодец. Бизнес хороший, да? Ага, очень хороший вы, молодец. А где берете платье? Сами шьете, что ли? Платье сама шью. Да вы что? Ничего себе, прикольненько. А короны где берете? Короны Валберес. Валберес. Короны на Валберес продает Дуфтар. Если продаем короны. Да, завтра сегодня тоже такой бизнес открываем. Даже украшения есть. Вот, смотрите. Оставайтесь здесь, я помогать буду. Помогать запросто. Смотрите, даже вот такие украшения дают, смотрите. Даже, смотрите, тоналку дают, чтобы вы подкрасили. Даже помады в аренду дают. Прикиньте, тоналку в аренду дают. Бусы, все в аренду дают. Все предусмотрено. И здесь вот, смотрите, даже есть вот такие вот на Вайлбрус тоже заказали. Это пояса. Всякие красивые. Короче, все есть. Посмотрите, обратите внимание, какое зеркало. Да, вот такое вот зеркало. Очень красивое. Любое платье 500 рублей, да? Ага. Что, давай будем делать фотосессию? Ну, короче, что такое вообще? А вы здесь местные живете, да, получается? Да. А в других вообще странах где-нибудь были, нет? Или только всю жизнь? Не были. Ага. А в Махачкале Да, бываете? в Махачкале, да, иногда. Да? А так в других странах вообще нигде не было? Где были? В Казани человек был. Что вы там делали в Казани? Когда на паломничество ходила, Тут все шахерезады собрались, Ага. гарем мы тут устроили. Миляша Падный, Азаля это главное, это моя там первая жена, потому что... Да, я буду Хуррем Султан. Хуррем Султан я буду. Это была вторые так наложницы вообще. Алар не жены, а я главная тут Хуррем Султан. Лейсен, наложница султана Лейсен. О, Хазаля, тебе красный идет бомбический. Лейсен номер 2, наложница. Вот смотри, ты красный не одеваешь, а тебе так идет, когда просто бомба. Потом меня спрашивают, почему у меня такая высокая самооценка. Тем временем моя мама. А то тебе идет. Надо себя любить. Если ты не будешь себя любить, когда никто не будет тебя любить. Понимаешь? В первую очередь ты должна сама себя любить. Мы такие красотки. Офигеть. Да, я Хуррем Султан. Не рабыня перед тобой. Это уже прошло. Понятно.
Рука подправьте нашу парковку. Ночам не снится вся красота, что в Дагестане. Я буду родиной гордиться, ее любить не перестану. Все, Миляша, вперед! Голову выше! Ладно, комплименты делают же, красавицы говорят. Значит, нормально все. Повернись, ты дочь передай. Кому? Этим мужикам? Я готова зарезать. Ты видел, как смотрит на меня, блядь? Из-за того, что я ору, блядь. Моей к тебе любви невидимо, видимо, либо видимо, невидимо. Переведи меня, ма. Я выхожу вместе с любовью, пары мы зарыты. Свобода — это фантом, там нету тепла для меня без тебя. Айда на комете кататься, перевернуть этот мир попытаемся. Где-нибудь на берегу вселенной мы типа приликов переливаемся. Бабсом виновата весна, это любовь и ночи без сна. Я для тебя, ты для меня, целый мир, просто держи меня за руку, ма. Я тебе пою про то, как я тебя люблю. Я вам что, фотомодель, что ли? Я тебя умею? Лебедь покажи. Лебедушка. Шуай ты пристала, нахуй. Лебедушка. Толкните кто-нибудь. Один раз качнулся. Давай я тебя толкну, иди. Я тебя сейчас как толкну? Давай. Давай. Только не тяните меня назад. Давай, пой, лебедь. Стабильно. Сейчас принцессаның сәстері Что-то какие-то потрепанные принцессалар. Жизнь потрепала был принцессалар. Кульдары ифке, кульдактар ифке, бысрашы біткендар. Тут у вас холодно, вам еще надо организовать этот горячий чай. Бизнес, да. Горячий чай продавать надо. Пирожки, что-нибудь такое, да. Вот мы все замерзли, околели, а горячего чая нету. Тут наверху холодно. Вообще. И, видите, девчонки вообще вовсю фотосессию делают. Вон сколько женщин поналетело. Мы будем делать бизнес, мы будем делать бабки. Местный бизнес, бисяляр. Кофейню надо было еще открыть вам. Короче, девчонки пока фотосессию делают, я тут Регину решила расспросить, как она вообще решила уехать жить в Стамбул. Как и любая мама, я желала и желаю своим детям хорошую, лучшую жизнь, как мы все мечтаем мамы, да, с сыном. С его, конечно же, желанием, не только с моим желанием. Я хотела, чтобы он поступил в университет в Стамбуле. Первый год учишься в Стамбуле, языковые курсы проходишь, потом думала, со временем ему будет уже интересно, кем он хочет стать, под какую специальность пойдет. В общем, в 9 классе учились на 2 месяца его, забирала даже в Стамбул пожить. Сам он дистанционно учился в этот момент, 9 класс заканчивал. Вроде как все понравилось, все хорошо, климат классный. Ему понравилось, говорит, да, мам, давай, все хорошо, буду поступать. Но тем временем все как-то почему-то начало меняться. Все, вроде договорились, что мы поедем, получим документы и будем поступать уже в Стамбул. Поэтому приготовила жилье, контракт у меня был на 5 лет, ну и по сей день он продолжается. Вот, и в один прекрасный день до выезда в Казань, накануне прям буквально за 6 часов, что ли, я прихожу домой после работы. У меня записка на столе. Мама, прости, меня не ищи. Я в этой жизни справлюсь без тебя. У меня слезы, плачу, реву. Он недоступен. Полночи вообще не знала, куда обратиться, никому не говорю. Ну и ночью кому обратишься, что ребенка нету дома. Ну и вот, и с того дня, вот проходит, сейчас уже 5-й год пошел, квартира так и стоит, а сын так и не вернулся, так и не общаемся. Уже 5-й год. 5 лет, получается, не общаетесь? Да. И ты ни разу его не видела? Нет. Он же мне сказал, мама, исчезни из моей жизни. Хотя что я такого плохого сделала, не понимаю по сей день. А ты пыталась сама наладить контакт? Не то, что пыталась, они с отцом подали вообще суд на меня. Что я плохая мать, они подали суд. Иск был такой, что определение места жительства ребенка, так как он несовершеннолетний, тогда еще ему было 16 лет. Ну, естественно, ребенку дали слово право. И выслушал суд ребенка. Раз согласен, говорит, жить с отцом, давай, ну, остается ребенок. А как он объяснил этот поступок? В чем Ой, дело-то? это вообще, это же говорю, даже глубоко даже рассказывать об этом не хочу, потому что потом я долго отхожу от этого. И он тебе сам не звонил, ничего вот за эти 5 лет? Вообще. 0. Ой.
Ты как-то сейчас привыкать начала жить без него? 2 года, да, было очень, говорю, тяжело. Это, как говорится, как будто вот человек умер, нет его, земля под ногами, как говорится, пропасть. Ну, говорю же, время лечит. Ну, главное, что он живой. Я уж теперь отпустила эту ситуацию. Значит, так должно было быть, я так считаю. Ладно, дети должны тоже. Говорят же, дети к нам приходят только... Этот, как считают их, у нас они живут как гости. Как гости, да. Теперь уж свою жизнь будет продолжать жить. Я вот не Бывает, знаю, я не знаю, чтобы как бы я на твоем месте. Бывает проблем. Для меня вот честно, после вот этой ситуации проблем вообще нету, кроме смерти. Да, действительно, смерть это как бы серьезно, это да, вот ее нужно проживать. Ну, вот эту ситуацию при живом ребенке, я без ребенка, как говорится. Может, отец повлиял? Так. Ну, сейчас уж говорю же, кто бы не повлиял, он же это однажды осознает, когда ему будет, я не знаю. Сейчас уже 19 лет. Сегодня, кстати, ему 19 лет. Мы тут посидим, погреемся. Нет, прямой эфир. Вот тоже суфы. Хюррем Султандар. Суфы прибыли. Че, как вам отдыхается тут? Первый раз, нет? Из Дагестана. А сами откуда? Суфы, говорит. Ничего себе. Одни уфимцы тут гуляют. Бездельники? Да, бездельники и тунеядцы здесь одни гуляют, блин. Не зря про нас говорят и пишут в сторисах. Аксаларым ходяй требли меня. Нам отдайте лучше. Мы здесь рюкзак привезли, собираем. Здесь остановились, и мужчины поставили очень громко музыку. И сказали, ты дагестанский вальс, дагестанский. Что может быть еще лучше? Дагестан! Ларисаны бізді қазір Байдурға түсіріп алып қайталар екен Дагестан екен. Қарағын әлі. Суетологи приехали. Аралия, Кавказ егиттер куркытывают своим видом. Домам по домам. Домам по домам. Глазки делайте, глазки, чтобы... Не надо, каверға түріп аппатып Особенно Зарина. Зарина, Ларисаны каверға түріп аппатып кетірді. Там, скорее всего, вот эти вот наши женщины, их коверы к нам в отель. Такой нельзя рассказывать. Все, даже музыка қоймай баштады. Бұлар даже машинаға отырды. Все разбежались. Ну, конечно, это курка. Они испугались. Я говорю, ты даже про свою шишку забыл. Нурик, ты даже про свою шишку. Все, они нас разгоняют домой, езжайте, говорят. Все, давай, садитесь. Все серьезно? Она, қайтып кетті, давай, до свидания, аңдамайық, что ли? Она уже мылтықтан ата баштадылар жерге. Господи, что здесь творится? Қыздар, что вы хотите? Что там делать? Лейсен! Уйди, Регина, отсюда! Ёпа-мать! Лейсен! Выпустила пар свой. Вообще классно! Я тоже теперь хочу. Блин, что тут творится, друзья? Тут вообще капец какой-то творится. Кавказский егиттер пистолет біздің қыздарға берділер. О боже. Все, давайте, девочки, уже все. Не шутите уже, все, давай, садитесь. Сиқанын ұнытты. Нурик, көтке сиқан сыққан, халім юқ, настроением юқ. Хромат етіп үрген сиқан Нурик, ана қалай ұрғай баштаны инан басы. Алдақсы, оның никакой да сиқаны юған көтенде, блин. Зачем они к нам приедут? Инан басы, блин, что вы тут вытворяете, девочки? Короче, Кто свободный? Никто не свободный. Шучу я. Пока мы в Дагестане одни, мы все свободны. Зарина, закрой окно. Закрой. У меня
появился другой.